Смотрите сегодня в выпуске. В Крыму арестовали еще одного мусульманина. Наш брат Ремзи Бекиров был задержан. В Киеве открыли ресторан на аллее Небесной Сотни. Все-таки люди погибли на этой улице, и веселиться. Киев'дeki Небесная Сотня Джадесінде ресторан açıldı. Как это так? Если люди собрались высказать свое мнение, это их право. Добрый вечер. Сегодня 30 марта, 1127 день аннексии Крыма. Время новостей на АТР. В Крыму задержали крымско-татарского активиста Ремзи Бекирова. Его обвиняют в якобы публикации в соцсетях запрещенных материалов. Утром Бекиров вместе с еще одним активистом Османом Арифмеметовым прибыли к так называемому центру по приглашению забрать личные вещи, изъятые у них при задержании 21 февраля. Тогда в Каменке проходил обыск у другого мусульманина, Марлена Мустафаева. Соотечественников, пришедших его поддержать, задержали силовики за якобы нарушение законодательства о проведении массовых мероприятий. Значит, сейчас мы передали нашему брату Ремзи, которого задержали незаконно, продукты, вода, там, печенье, возле ЦП передали. Будем ждать дальше новостей. Внятного объяснения того, по какой причине задержан, я так и не получил. Объяснение выглядело приблизительно так. Поступил звонок данным оперативным работникам. У какого-то, видимо, должностного лица вызвало недоумение, непонимание, по какой причине бородатый человек находится напротив Центра по противодействию экстремизму. Москвичи выразили поддержку задержанным в воскресенье во время акции протеста. Об этом жители российской столицы рассказали журналистам «Радио Свобода». 26 марта в Москве состоялась акция под руководством Алексея Навального. Полицейские задержали порядка 1000 участников шествия. Изначально митинг мирный намечался. И вообще, как говорил сам Навальный, это будет просто прогулка. И я считаю, что здесь, конечно, были неправы. Как это так? Если люди собрались высказать свое мнение, это их право. Если у нас демократия, то каждый может выразить свое слово. То есть закон об ограничении митингов это не дает права задерживать людей. То есть мы свободные люди. Переселенцы, которые получают пенсию, должны пройти идентификацию до мая. Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, в Украине принято решение о проведении периодической физической идентификации переселенцев из оккупированных территорий. 440 тысяч переселенцев получили от Сбербанка письма о необходимости этой процедуры. Закон вимагає лише одного, щоб вона там перебувала не більше 60 днів. Тому що якщо вона перебуває більше 60 днів, вона втрачає статус внутрішньо переміщеної особи, відповідно, і виплати припиняються. І тому здійснюється періодична фізична ідентифікація цих людей. Украинский омбудсмен Валерия Лутковская встретилась с переселенцами из Луганска. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека посетила города Беловодск и Кременной Луганской области. Переселенцы рассказали о проблемах, с которыми они столкнулись, в частности, безработица, социальные выплаты и отсутствие субсидий. Це один з пунктів, по якому я буду обов'язково звертатись до міністра соціальної політики з проханням збільшити принаймні чисельність соціальних працівників, тому що на сьогоднішній день ті 4 особи, які мають працювати, просто не справляються з тими 52 тисячами внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані на території Біловодська. Они защищают страну от оккупантов, поэтому выделение земельных участков бойцам АТО гарантировано украинским законом. 300 участников боевых действий на Житомирщине уже 1,5 года не могут добиться получения хотя бы клочка земли. С ними общалась Эльвина Сидбулаева. 5 дней в Иловайском котле, затем 3 в плену. Александр с начала российской агрессии в Украине воюет на Востоке. Рассказывает, для защиты страны им выдали только автоматы, когда против них работали артиллерия и град. За его спиной Иловайск, Славянск, Попасный и Дзержинск. Завтра выезжает Северодонецк. Однако, говорит, сложные бои не там с врагом, а тут, на мирной земле, с украинскими чиновниками.
Каждый участник боевых действий, ему положено маленький кусочек земли. Атошников, как всегда, хотят в сторону отодвинуть. Мы воюем для того, чтобы здесь был порядок, чтобы здесь люди жили. Вот. Мы только за то, чтобы было все по справедливости. То есть, чтобы рейдеры не захватывали земли, потому что скупают богачи. 1,5 года Александр и еще 270 бойцов АТО не могут получить землю в Житомирской области. Говорят, в 2015-м фирма АТК должна была покинуть участок, который ранее арендовала. Именно эти гектары земли были распределены между украинскими бойцами. Когда подготовили все документы, узнали, что эта фирма незаконно продлила договор аренды, говорят военные. Вот ці земельні ділянки, які вже порізані, розбиті хлопцям по ділянках по 2 гектари. Фірма АТК незаконно зареєструвала 5 свої договори, які були в їх вже 10 років. Мін'юст 20.12.2016 року своїм наказом касує ці договори. Коли ми подаємо знову Держкомкадастру на другі накази, фірма АТК знову реєструє незаконним путем другого регистратора. Участники АТО пришли в Министерство юстиции. Сначала стоят на улице, потом в коридоре, после их приглашают в кабинет. На встречу к военным вышел Павел Мороз. Заместитель министра юстиции говорит, что сегодня их дела не рассматриваются. І було прийнято рішення перенести засідання комісії. До рішення комісії немає сьогодні. Є рішення перенести засідання через те, що були подані додаткові документи, які потребують вивчення. Когда входит фирма и, допустим, нам 3-4 предлагают деньги, а потом еще, когда мы отказываемся, они говорят, что мы угрожаем их семье, ни один атошник боевой не пойдет на такое. Военные уверены, это затягивание времени. Що для того, щоб прийняти рішення по цьому клаптику 2 гектари, потрібно місяці чи роки. От ви представте ситуацію. Значить, ворог наступає, блокпост. І якби ми створили комісії, приймали рішення захищати державу і вас місяцями, значить, ми вже були десь під Львовом. Були. Ми рішення мгновенно приймаємо. За всю державу. Один командир-сержант приймає рішення, захищає всю державу. За секунду, за декілька хвилин. И мы с этим справляемся. Выделение земли для участников АТО и семьям погибших воинов гарантировано законом Украины. В частности, государство обязывается обеспечить их землей для строительства жилья, садоводства и огородничества. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Ресторан на месте, где погибли сотни людей. В Киеве на аллее Небесной Сотни заработало кафе, вид с веранды которого на кресты, цветы, венки и фотографии тех, кто отдал жизнь за Украину. Уютный и светлый, так рекламирует себя этот ресторан итальянской кухни. Самое главное, отмечают здесь, удобство и уют для всей семьи. Их должен создавать и панорамный вид из окна. Так, выбирая мясо на гриле, можно разглядывать сгоревший дом профсоюзов. А на фоне венков и фотографий погибших во время революции достоинства съесть котлету по-милански. Увеселительное заведение на аллее Героев Небесной Сотни возмутило некоторых киевлян. Все-таки люди погибли на этой улице, и веселиться на крові людей. Я лише би не сів би сім'єю обідати. І з однієї сторони повага до цих людей, які загинули, які поклали життя за нас, а тут просто відкрили ресторан. У нас в мене немає слів. Вулиця Грусті, а тут ресторан весілля, алкоголя. Время лечит, и ничего страшного в кафе по соседству с аллеей памяти нет, считает другая часть опрошенных. Я думаю, ничего страшного. Ну да, ну жизнь идет, ну что теперь? Да, посмотрите, вон давайте тогда зверей этих уберем, что фотографируются. Ну, я думаю, ничего страшного в этом нет. Я думаю, если рассуждать о том, где погибли люди, то почти практически везде они погибли. Трудно сказать, в наше время бизнес, понимаешь, деньги везде. Нечеловечно, но в наше время этого не избежать. Узнать в киевской мэрии, есть ли у ресторана все разрешения и кто их согласовал, пока не удалось. Телефон руководителя департамента по благоустройству второй день не отвечает.
В ресторане не согласились показать документы. Нет, я не буду никому ничего показывать. Ну, придите в любое другое время. Я никаких комментариев давать не буду. Номер телефона я вам тоже давать не буду, потому что это личный номер человека. Я не буду разглашать эту информацию. офис? Нет. Ну как нет? Роман, все. Ну, это бессмысленный разговор. Нам удалось связаться с директором ресторана, и в разговоре она сообщила, что владельцы помогают деньгами бойцам АТО и финансируют создание мемориала. Это будет, цитата, «покультурнее, чем фотографии на улице». А пока ресторан готовится к сезону, сейчас здесь строят летнюю площадку. Роман Спиридонов, Евгения Сливкова, Асана Минов, Ислам Пинка, Заман, АТР. Хиджаб – обязательный атрибут мусульманки, придерживающейся канонов ислама. Вопрос запрета хиджаба ежегодно становится все более актуальным. В ряде стран, в том числе и европейских, уже действует запрет на ношение хиджаба в общественных местах. Демократическая Украина, где насчитывается до 1 миллиона мусульман, не запрещает женщинам носить платок. Однако исповедницы ислама все равно жалуются на притеснение в их конституционных правах. Не первый год украинские мусульманки борются за право фотографироваться на документы в хиджабе. Имеют ли они такую возможность сейчас? Далее в сюжете. Анисе Марцинишиной скоро 17. Она заканчивает школу и готовится к поступлению в университет. Семья девушки исповедует ислам. Для нее хиджаб – повседневная одежда. Без него появиться в обществе мужчин она не может. С 9 уже начала носить. Ну, так еще до 9 лет тоже там, носила в мечеть, там одевать хотелось. Это твое личное желание? Ну да. За сестрой там смотрела, повторяла. Все там знакомые тоже носили, мне тоже хотелось. Мама Анисы Руслана сталкивается с проблемой фотографий в украинских документах не в первый раз. У нее самой и ее старшей дочери на фотографии в паспорте голова не покрыта. В случае со своей средней дочерью она решила действовать более решительно. Вынесли какие-то нам документы, показали, что действительно разрешено, и сказали, вот такие требования к хиджабу. То есть 80% лица должно быть открыто, не должно быть тени, ну, не должно быть закрыта часть лица какая-то, и все, и нет вопросов, чтобы сфотографироваться в хиджабе. То есть они ребенка посадили, сфотографировали, все прекрасно, там она себя видела, как она выглядит, там платочек немножко поправили, чтобы был, ну, аккуратно, и все. В свою очередь, в Государственной миграционной службе утверждают, что разрешения для мусульманок, которые придерживаются предписаний ислама, все еще нет. Здесь считают, что в хиджабе невозможно идентифицировать женщину. Є відповідний державний стандарт, яким визначено, які саме фотокартки мають, ну, в якому вигляді має фотографуватися людина, яке має бути обличчя, розміри і інше. І це виключає взагалі фотокартки на документах, виключають наявність на голові будь-яких головних уборів. Муфтий Духовного управления мусульман Украины Умма Саид Исмагилов не понимает такой позиции. Якщо мусульманка вдягає хиджаб, тобто хустину, і вона постійно в ньому знаходиться поза межами свого дому, тобто на вулиці, там, в аеропорту, будь-де, і вона завжди так вдягнута, то мало би, і це було б доречно, щоб саме в такому одязі вона була і на фото у паспорті. Якщо вона завжди так вдягається, то її легше буде ідентифікувати саме у хиджабі. Конституционные нормы гарантируют права и свободы человека. Носить хиджаб и есть личное право женщины. Юрист Эдуард Багиров уверен, что с этой проблемой можно и нужно бороться. В случае отказа сделать фотографию, об этом необходимо в письменной форме сообщить в миграционную службу и требовать объяснений. После чего уже с ответом чиновников обращаться в суд. Мы исходим из того, что какие нормы закона. В Украине есть запрет, прямой запрет. Есть ли нормативный акт, как прямым образом запрещает фотографироваться в хиджабах и получать заграничные паспорта? Покажите мне, пожалуйста. Если нету, то, соответственно, это право граждан фотографироваться. Это универсальное европейское правило и право граждан Украины.
В то же время на сайте государственного предприятия «Документ», который выдает биометрические паспорта и входит в сферу управления Государственной миграционной службы, есть образцы фотографий, утвержденных для паспортов. Там четко указаны изображения женщин в хиджабе. Это стало возможным еще с 2015 года, когда украинские мусульманки обратились с петицией к президенту Украины. В том же году вышло внутриведомственное разъяснение, письмо и требования к фотографиям на документах, согласно которому фотографироваться с женщиной в хиджабе все-таки можно. Именно поэтому история Анисы закончилась хорошо. Совсем недавно она получила биометрический паспорт. Они сказали, мы вас, конечно, сфотографируем, но пройдет лето, все. Ну вот, они меня сфотографировали, и, получается, мы 2 недели ждали, они не позвонили. То есть все было, прошло. И потом я пришла, получила через месяц паспорт. Все было, спокойно, никаких проблем не было. Украинских мусульманок возможность получить биометрический паспорт в хиджабе есть уже 2 года, а вот непосредственно компетентное ведомство почему-то об этом не знает. Спикер Государственной миграционной службы Гунько утверждает, что за 5 лет его работы в ведомстве прецедентов по делам мусульман не было. Елизавета Цареградская, Ислам Пинка, Эльдар Исматов, Заман, АТР. В Украине хотят запретить аборты, а искусственное прерывание беременности предлагают делать только по медицинским показаниям или если женщина была изнасилована. Такое предложение выдвинул народный депутат Украины Дмитрий Голубов из фракции «Блок Петра Порошенко». Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Раде 27 марта. Сейчас в Гражданском кодексе Украины действует норма о том, что искусственное прерывание беременности до 12 недель может осуществляться по желанию женщины. На этом пока все. Следующий выпуск новостей на украинском языке с Искендером Меметовым смотрите в 20:00. А сразу после «Заман» в эфире программы «Бугун» Андрей Куликов и Илона Довгань обсудят ежегодный доклад ООН про человеческое развитие с экспертом в области социоэкономики, демографии и экономики труда Эллой Либановой. Хорошего вечера. Будьте с нами.